Здравствуйте, Рауль Валерьевич, и большое спасибо, что согласились на разговор, который, возможно, будет несколько непростым, но я надеюсь, поможет внести ясность и ответить на ряд вопросов, которые обсуждаются в обществе. Сегодня мы будем говорить о прошедшем митинге, и потому, прежде всего, мне кажется, стоит сказать о тех требованиях, которые уже обсуждались на расширенной встрече Союза политических сил с правительством, которая проходила в мае в администрации президента. Как вы оцениваете эту встречу и вообще выдвинутые требования оппозиционных сил? Спасибо за этот разговор. Да, мы встречались с представителями власти, с министрами, обсуждали ситуацию, связанную в их ведомствах, потому что требования главе государства, которые оппозиция поставила, они достаточно объемные, большие, и мы, пообщавшись в нашем союзе с нашими представителями, решили провести такую встречу. Пришли в администрацию и попросили главу администрации, президента попросили, чтобы он дал такую возможность нам пообщаться с министрами, чтобы наши люди увидели и услышали сами через средства нашего абхазского телевидения, как обстоят дела. Мы не стали делать заявления, потому что перед митингом, это было бы, наверное, было бы проблематично, да, но вот сейчас есть такая возможность, я отвечу на все эти вопросы. И то, что мы услышали от руководителей этого ведомства, этих ведомств. Значит, в целом, вот требования, их всего было 13 политических партий, оппозиционных политических партий, главе администрации. И здесь они ставили в конце вопросы о том, чтобы кабинет министров, непосредственно премьер-министр, был отправлен в отставку. Мы можем коснуться, здесь их много, да, и долго будем об этом говорить, ключевых вопросов, ключевых моментов. Я об этом вам постараюсь рассказать, то, что мы услышали, и то, что мы, какие выводы мы сделали. Что хочу сказать. Пришли все министры. Мало того, министры не просто пришли, они отчитались о проделанной работе. Это все транслировалось по абхазскому телевидению достаточно подробно. Поэтому мы считаем, что это было очень эффективно. Наши граждане увидели и услышали. Так и должно делать правительство, отчитываться перед своими гражданами. И после этого, после того, как мы провели такое мероприятие, мы получили отзыв от наших граждан. Практически многие смотрели, и им было интересно услышать все, что происходит. Мы, наверное, дальше коснемся таких ключевых вопросов по этим требованиям, и я более подробно расскажу то, что мы увидели и услышали. Как вы уже сказали, требований оппозиционных сил было довольно-таки много. Среди них это и отмена постановления о повышении цен на электроэнергию, и отказ от закона об апартаментах, и вопрос госдачи Пицунда, и вопрос ковидного периода в Абхазии, того, как с этим периодом справилось здравоохранение. Вопросы, безусловно, сложные, требующие дискуссии и открытости, как вы уже отметили. Как бы вы могли их прокомментировать? Давайте начнем. Здесь даже по списку идет вопрос ковида и здравоохранения. Насколько справилась наша система здравоохранения с тем сложным периодом, с которым столкнулась не только Абхазия, но и весь мир. Я тогда работал в парламенте, и мы принимали различные постановления, и внимательно следили за всем, что происходит. Конечно, очень сложный период был. И те средства, которые были потрачены, а их больше 1 миллиарда рублей, они были необходимы, и государство выделяло эти средства. Например, в ковидном Гудаутском госпитале. Ковидный Гудаутский госпиталь обеспечен был всем необходимым. Сухумская инфекционная больница. Все было бесплатно. То есть государство обеспечивало лекарственными препаратами, обеспечивало питанием. То есть те люди, которые поступали с заболеванием, с ковидным, то они получали все необходимое. И, конечно же, мы заслушали министра здравоохранения. И я считаю, что они справились очень достойно. Даже процент тот, который у нас, к сожалению, летальных исходов, намного меньше, чем в других странах. Это тоже определенный показатель. Конечно, мы вначале, когда не понимали, что такое ковид, мы закрывали границы, мы перекрывали города, мы блокировали районы целые. Но потом уже в процессе начали уже адаптироваться, и система начала работать.
люди получали должное медицинское обеспечение в полной мере. Все то, что необходимо было сделано, то было сделано. Протокол лечения тоже был определен. То есть мы потихоньку со временем научились. Конечно, приходилось увозить тяжелых больных. И в Россию увозили, и в другие места увозили. Но то, что мы своими силами прошли этот период и достаточно серьезно и солидно прошли, это нельзя не отмечать. И нельзя было не замечать это. И, конечно же, вот там же на этой встрече мы поблагодарили наших врачей, наших медиков, которые все эти месяцы, более года, фактически на дежурствах в этих сложных условиях работали. Мы благодарны им, рисковали своими жизнями. И мы все вместе справились, помогали в этом плане, не только государство помогало, но и предприниматели помогали. Все вместе навалились, кто что мог делать, тот и делал. Поэтому я считаю, что этот вопрос, который был поставлен здесь, в этом списке, в списке этих требований, он несостоятельный. Нельзя поднимать таким образом проблемы, такие вопросы. Что касается электроэнергетики, это самая сложная тема, которая была на этой встрече. И мы сталкиваемся все в нашем государстве с нехваткой электроэнергии. Мы видим, как зимой отключают электроэнергию, там бывает часами, света у нас нет. И там же на этой встрече мы подняли вопрос Очегвары. Да, это линия, которая подверглась полностью замене электропроводов. Мы знаем, что у президента было совещание, где президент поручил прокуратуре разобраться с тем, насколько была завышена стоимость кабелей и самого ремонта этой линии. Потому что в сетях появилась информация и появились определенные такие данные, что это не соответствует тем ценам, которые сегодня у нас есть. И мы специально пригласили на эту встречу Генеральную прокуратуру. Генеральный прокурор ответил нам на все эти вопросы, и мы ждем ответа уже с Российской Федерации, потому что все материалы, которые приходили с Российской Федерации, сам кабель и все это остальное, было закуплено там. И в том числе частично те, которые силы восстанавливали, тоже были с России. Поэтому я думаю, что в определенное время придет эта информация, и мы будем понимать, были ли там завышения, была ли там какая-то коррупционная схема или не была. Вопрос прокуратуры, и мы ждем ответ. Что касается в целом электроэнергетики, вы знаете, провели исследования уже более 7-8 лет, и на то, чтобы электроэнергетику нашу привести в порядок, нужно более 23 миллиардов рублей. Это очень приличные деньги, очень серьезная сумма. В государстве таких денег нет. Сегодня, наверное, эта сумма еще больше, более 35 миллиардов рублей, чтобы привести станции, подстанции, передающие сети и так далее, и так далее. Да? Хоть мы получаем 40% от генерации с Ингургэс, но так или иначе наши сети уже изношены. Что-то нужно с этим делать. И когда мы говорим, что не надо поднимать плату за электроэнергию, честно говоря, это же наша электроэнергетика. Мы также и говорим о том, что она должна оставаться в нашей собственности. Я согласен, она должна оставаться в нашей собственности, но тогда мы должны за ней следить. Сами должны следить тогда. Сейчас очень серьезно обсуждается вопрос установки счетчиков. И, скорее всего, это тот путь, по которому сегодня правительство идет. И они нам об этом говорили. Но, опять же, если мы хотим поддерживать или реанимировать, восстановить нашу электроэнергию, нужны деньги. Мы можем эти деньги взять где-то. Наверное, тогда надо понимать, что надо деньги брать в кредит, восстанавливать наши все эти сети и линии. Тогда она останется в нашей собственности. Но тогда нам надо все вместе понимать, что мы должны платить за нее, что мы должны обеспечивать ее, что мы должны экономить электроэнергию. Да? Это ключевые вещи нашего внутреннего вопроса.
Что касается темы апартаментов и апарт-отелей, конечно, в нашем обществе очень активно тоже этот вопрос обсуждается. Хочу сказать, что вот практически везде власть презентовала свой проект. Это и было в общественной палате, это с бизнесом, то есть публично это обсуждается на телевидении нашем. Поэтому закрытой темы в этом плане нет. Вот. И хорошо, это важно, это необходимо делать. Люди должны понимать, к чему это приведет и какую пользу и какую выгоду мы из этого можем извлечь и получить. Значит, но здесь не стоит же вопрос о продаже недвижимости, там, да, первичного, вторичного жилья, как раньше этот вопрос стоял, как некоторые у нас сейчас пытаются именно сместить туда акценты. Я, кстати, выступал против продажи недвижимости. Вот. Сейчас этот же вопрос совершенно иной плоскости стоит, и тема коммерческого жилья, она другая. Но я хотел бы здесь вам процитировать некоторые выступления наших политиков, которые раньше государством нашим возглавляли наше государство, там, ключевых политиков. Сегодня их пока я не слышал комментарий. Ну вот они вот буквально, допустим, я сейчас не буду называть их фамилии, не хочу, чтобы это обсуждалось, но это есть и осталось в прессе и так далее. Вот, допустим, одно из высказываний. Продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государственности. Дальше. Меня никто не сможет убедить в том, что продажа недвижимости может привести к потере государства. А что мы сегодня не видим, что многие наши люди продают эту недвижимость налево и направо, никакого дохода в бюджет государства от этого не поступает. Мы также выступаем как раз за то, чтобы это было сделано прозрачно, открыто, доступно, в понимании каждого нашего гражданина и так далее. Я не пришел в страну продавать никому и не позволю это делать. Дальше. Я, скорее всего, против, чем за, но при этом я не категоричен в этом вопросе. Следующее высказывание наших политиков, таких, которые, еще раз повторяю, управляли нашим государством. Я за взвешенный подход, за четкие правила игры, чтобы мы не понесли от этого ущерба, а имели лишь положительный эффект. Повторяю, это должно быть на пользу всем, а не в угоду кому-то. Следующее. Из всех государствах рынок недвижимости существует. Даже в маленьких странах, таких как Абхазия, недвижимость продавать разрешено. Я предложил своим коллегам свое видение продажи недвижимости иностранным гражданам. В частности, строить дома в Гулерипском, Ачимчирском районах, где из 100 квартир 10% жилой площади будет выделяться государству. И так далее, и так далее. Сегодня у нас действует постановление об утверждении правил стандартизации средств размещения. Повторяю, в 2019 году принял. Здесь определено, что такое апартамент. Здесь определено, что такое апарт-отель и так далее. То есть на основании вот этого постановления сегодня уже в Абхазии строятся апарт-отели и апартаменты. Об этом уже много тоже говорится. Но здесь закон, тот закон, который предлагается, который еще не направлен, кстати, в парламент, там депутаты будут рассматривать, свои дополнения, наверное, будут носить, свои рекомендации будут носить. Вот. Он будет регламентировать всю эту деятельность четко, чтобы не было никаких вопросов и проблем, чтобы не было уходов от налогов. В этих апартаментах, которые предлагаются, прямые налоги будут идти в бюджет нашего государства. Более 2 миллиардов рублей планируется в течение года. Раз мы обсудили, в принципе, хотя бы часть требований и вопросов оппозиции, то невозможно не поговорить о самом митинге. Как вы оцениваете проведение уличных акций? И считаете ли вообще вот решение внутриполитических проблем уличной политикой оправданным? В нашей Конституции прописано право граждан на проведение митингов, шествий, манифестаций. Это нормально. Вы знаете, в советское время нам не разрешали, абхазам не разрешали проводить такого рода митинги. Это мало того, это было уголовно наказуемо. Сегодня это один из возможностей борьбы нашего народа, то, чтобы на своей территории мы могли проводить митинги.
Но здесь, когда мы говорим о митингах, мы начинаем вспоминать, что это там должны быть обязательно как народный сход, там большие крупные митинги. Вот. Народный сход – это был общенациональный народный сход. Мы их проводили, в истории Абхазии было таких сходов немало, поэтому вот называть народным сходом митинг, я думаю, что это неверно. На этих народных сходах была вся страна, весь народ абхазский. И обсуждались именно вот такие общенациональные проблемы. Но когда митинги, как мы уже, к сожалению, привыкли, они переходят уже в массовое побоище, к сожалению, имеют трагические какие-то уже последствия, а таких в истории Абхазии у нас было немало, тогда это уже совершенно другой вопрос. Тогда это уже совершенно не митинг. Поэтому вот я против таких митингов. Вот, если это цивилизованно, если это достойно, ну, в принципе, вот сегодняшний митинг, сегодня о котором митинге мы говорим, он начался вовремя и закончится вовремя. То, что касается требований и так далее, это мы об этом говорим с вами. Одним из самых обсуждаемых аспектов прошедшего митинга и подготовки к нему стали меры безопасности, которые были приняты органами власти. В социальных сетях распространился ряд заявлений. Давайте попробуем на них ответить. Во-первых, почему, в принципе, были предприняты столь серьезные меры обеспечения безопасности? И имеет ли правительство право использовать военную технику без согласования с парламентом республики? Были ли снайперы на крыше? Такие заявления тоже в социальных сетях были. Ну и, конечно, вернут ли мостик? Все это обсуждается очень бурно в социальных сетях, на улице. Но я хотел бы заметить, я вот человек, который всю свою сознательную жизнь прослужил. И помню практически все митинги, которые у нас были, и последствия, которые были уже после этих митингов. К сожалению, не всегда они были и проходили мирно, спокойно. Вот буквально последний митинг, когда в правоохранительных летели камни, когда раскачивали автобусы, там, пытались что-то поджечь. Вот. Да, вообще, начиная там, с 2004 года, да, эти митинги приводили к таким резким очень событиям. Да. Вот. Я считаю, что власть, что должна была сделать, то она и сделала. Излишних мер не было. Было все в рамках закона, действующих наше законодательство. Вот. Ведь когда раньше на митингах одна группа противостояла другой группой, они начинали сталкиваться. И вот здесь и происходило то, что происходило. Здесь сегодня пошли по другому, совершенно другому пути. Правоохранители должны обеспечивать общественный порядок, обязаны обеспечивать. Это прописано в их руководствующих документах. И они это все и пытались сделать. Конечно, там кому-то не понравилось, что были установлены ограждения там, и так далее. Это право правоохранительных органов. Здесь были задействована служба государственной безопасности, здесь была задействована государственная служба охраны. Ведь это комплекс административных зданий, где работают премьер-министр, президент и там, руководители государства. Вот. И если бы не было всех этих годов, если бы не было бы последствий тех, о которых мы знаем, да, в нашей такой истории, новейшей истории, наверное, бы такого усиления не было бы. Здесь были бы только представители государственной службы охраны и все. Но ведь были случаи, когда к трагическим последствиям все это приводило. Когда, вот я помню, моих ребят здесь отсюда в реанимацию увезли, потому что было такое нападение, да, на это здание. Этого допустить нельзя было сейчас. Этого не допустили. И наши правоохранители стали между нашими гражданами. И вот это разделение, и они привели к тому, что в том числе все прошло, слава Богу, что не было горячих голов, которые решились бы на такие действия. Вот. Что касается оружия, никогда на таких митингах правоохранительное оружие не то что не применяли, а с собой даже у них не было в наличии оружия. Какое может быть оружие, если мы же один народ, понимаете? Мы
те, которые там могут быть одни фамилии, там, с этой стороны, с другой стороны. Такого быть не должно, и оружие здесь применяться никак не может. Братья могут быть двоюродные по разным, скажем так, сторонам. Поэтому никаких снайперов, кто бы это что не выдумывал, не говорил, но это провокация чистой воды. Быть не могло. И оружия быть не могло. Что касается вооруженных сил. Вооруженные силы здесь были согласно закона. Вот есть закон о воинской обязанности военной службы, исполнение обязанностей военной службы. Здесь четко прописано оказание помощи органам внутренних дел, другим правоохранительных органов по защите прав и свобод человека, граждан, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Вот, пожалуйста, один закон. Дальше. Есть еще устав внутренней службы. Здесь тоже прописано все необходимое для того, чтобы силы Министерства обороны здесь были. Что касается техники, военной техники, военная техника, бронированная техника, это штатная техника службы государственной безопасности. Они перемещаются, где считают нужным по территории Абхазии. Это их техника, она стоит у них на учете, на балансе. Говорили о том, что вот эта бронированная новая техника, что чуть ли она не пришла под этот митинг, я слышал такие разговоры. И что, значит, было закуплено на государственные деньги. Ни на какие государственные деньги закуплена она не была. Потому что, во-первых, она стоит очень больших денег. Это было передано Российской Федерацией, правительством России, спецслужбам Абхазии. Никто, ни вооруженные силы, ни служба госбезопасности, ни Министерство внутренних дел здесь с оружием не были. Они выполняли четко задачи, которые перед ними были поставлены. Они с этими задачами справились тихо, спокойно, мирно проводили свою работу. Что касается граждан, вот, к сожалению, есть такое мнение, что те люди, которые здесь находились и приехали поддержать действующую власть, действующего президента, что это там чиновники какие-то, то есть это не народ, так нельзя говорить. Это такие же люди, это такие же граждане Республики Абхазия, как и те, которые вышли на митинг. Это нормальный процесс. Это такие же ваши братья, родственники. Нельзя так думать и говорить. Потом, с другой стороны, да, здесь были главы администрации. Они приехали со своим активом поддержать действующую власть и, соответственно, и себя тоже поддержать. Пришли другие граждане. Вот задача была не допустить их прямого столкновения. То есть даже если кто-то, здесь был такой разговор, я помню, я был на улице, был такой разговор, что мы сейчас пойдем с ними поговорим, мы сейчас пойдем туда, мы сейчас пойдем. Нет, никого просто отсюда не выпустили, потому что стояло между этим митингом и теми людьми, которые пришли к зданию администрации, стояли правоохранители. Они не допустили эскалации какой-то напряженности между людьми. Это самое главное, что мы должны выполнять и делать. Когда митинг, мы привыкнем к тому, что митинги, они проходят мирно и спокойно, то и таких усилений никто применять не будет. У каждого своя задача, у Министерства внутренних дел свои задачи. Сейчас курортный сезон, нужно обеспечивать безопасность и так далее. Много очень проблем. У Министерства обороны свои задачи, тоже нужно обеспечивать безопасность целого государства, страны целой. Вот, и так далее, и так далее. Тогда только ГСО здесь останется и будет непосредственно охранять. И еще хочу сказать, вот если бы здесь, знаете, в разных странах в законе прописано, что митинги не проводятся близко к зданиям администрации, там, правительственных зданий и так далее. Если бы этот митинг был бы заявлен где-либо в другом месте, подальше от этого здания, может быть, и таких мер усиления не было. Мы уже привыкли, что если этот митинг проводится здесь, недалеко от наших административных зданий, что обязательно будет какая-то эскалация, будет значит, нарушен общественный порядок. Вот об этом тоже нам нужно постоянно думать. И пускай не обижаются организаторы. Есть лидеры, в том числе оппозиционного движения, которые говорили, они власть антинародная, власть диверсантов там, и так далее, и так далее. Диверсанты находятся на территории Грузии. И поверьте мне, они только и тренируются, чтобы стать фактическими диверсантами. Здесь диверсантов нет. Хочу еще подчеркнуть, это очень ключевой и важный момент. Здесь работают те люди, которые прошли войну. Здесь люди работают, которые были в национально-освободительном движении. Здесь люди, которые прошли послевоенный период сложный.
Здесь работают патриоты своей страны. Поэтому обвинять каких-то, знаете, говорить какие-то вещи, которые не соответствуют действительности, нельзя. Никто страну не сдает, никто страну не продает. У нас, кстати, в Конституции прописаны все необходимые нормы, где ни пересмотр наших границ, ни пересмотр нашей суверенитета не позволяет вообще ни в каких областях, ни в парламенте. Эта тема закрыта. Мало того, в парламенте, я еще когда был депутатом, мы внесли поправки в Уголовный кодекс. Любые переговоры касаемо изменения наших границ и суверенитета строго уголовно наказывается. Поэтому не надо говорить о том, что здесь чуть ли не предатели находятся, и что власть пора спасать ее и так далее. Вы знаете, я вот с 2004 года все помню, что там команда Анква, Багапщ, чуть ли нас в Грузию не приведут после того, как, значит, они придут к власти. Мне уже там, сколько лет прошло, там 47 лет, и я до сих пор эту национальную повестку слышу. Хотя в период правления Сергея Васильевича Багапща нашу страну признали. И ни о какой продаже нашего суверенитета и передачи нашей страны там, Грузии не было и в помине. Мы тогда служили, выполняли сложные задачи. Поэтому хотел бы я, чтобы мы немного уже поменяли постановку вопросов. Сейчас уже там некие такие символы начали называть, да? В том числе так называемый этот мостик, который был в целях безопасности убран. Он, конечно же, вернется на свое место и будет продолжать радовать наших граждан. И вернется он в скором времени, и пускай никто за это не переживает. Вот. Кто его оттуда убрал, тот его на место и вернет. Мы обязательно будем за этим наблюдать. Самое главное, чтобы у нас других разрушений не было, вот, другие мосты у нас, чтобы не смывались. И я за то, чтобы у нас мосты были между нашими оппозиционерами, между нашими политическими партиями, между нашим парламентом, между нашим общественной палатой, другими старейшинами. Вот мосты нам, которые нужно налаживать, а не за железный мостик. Человеческий мостик нам надо провести и уйти от вот этих вот агрессий. Самое главное, наша задача увести людей с улицы и переместить наши все проблемы в кабинеты, их достаточно, этих кабинетов, агрессию ввести. Самое главное, чтобы не было агрессии. Вот этот мостик нам нужно построить, и ответственные политики должны именно об этом всегда думать. Вот самая главная наша задача. По итогам митинга была принята резолюция, с которой представители оппозиционных сил направились в администрацию президента и обсуждали это с главой государства. Как вы оцениваете требования, отраженные в резолюции? Ну, она, в принципе, такая же, как и были требования к президенту, вот эти 13 требований, которые мы с вами обсуждали. Вот если там взять требования, то в конце, то есть в случае, если там президент не отправит премьер-министра в отставку, антинародного кабинета министров, политические партии, общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум. Ну вот акция протеста прошла. Теперь следующий уже документ по прошествии этого митинга. Значит, в резолюции там такие же пункты, но в случае, если глава государства от реализации предложения плана выхода из кризиса, угрожающего основам государства, мы, граждане Абхазии, будем считать действующее руководство враждебно национальным интересам народа Абхазии и примем все необходимые меры для противодействия ныне существующему режиму и недопущению потери абхазской государственности. То есть, ну, вот такая резолюция, вот такой итог. Я хочу сказать, что никто не будет разговаривать языком ультиматумов. Он неприемлем. Нельзя разговаривать языком ультиматумов. Лучше все-таки находить точки соприкосновения, начать общаться, разговаривать, решать совместно, в том числе и эти вопросы,
С парламентом у нас недавно был избран новый парламент, общественная палата у нас была тоже недавно сформирована. То есть достаточно площадок, где все это можно решать, не митингами, а вот такими вот встречами, в том числе и с главой государства. Кстати, из тех вопросов, которые были направлены главе государства, основные это вопросы к парламенту. Там нужно будет это поднимать, и там нужно будет обсуждать. 35 депутатов, и они избраны со всех районов Абхазии, достаточно грамотные ребята, и я думаю, что без парламента ни один серьезный документ принят не будет и не может. Также и руководство Абхазии работает с парламентом, и оппозиция тоже имеет право работать с парламентом. Мы готовы разговаривать. Союз, мы вот обсуждали вместе у себя, разговаривать с политическими партиями оппозиционными. Это нормальный процесс. Мы тоже можем довести до власти, и с парламентом встретиться. Вот язык переговоров, он самый приемлемый для нас. И это перспективное дело. Вот. Президент, кстати, об этом тоже говорил, что есть в этой резолюции вопросы по реформам, которые готов тоже обсуждать. Кстати, было очень много разных здесь комиссий создано. Вот, можно посмотреть, что было сделано, что не было сделано, тоже дополнить. С другой стороны, я хотел бы тоже отметить такой момент. Ну, вот нельзя один народ противопоставлять другому народу. У нас один единственный народ, другого народа у нас нет. И если люди пришли поддержать президента, на это тоже нужно обратить внимание. Если вы говорите, что там какое-то количество, несколько тысяч человек пришли вас поддержать, несколько тысяч пришли поддержать и президента тоже. И если бы президент сказал бы, видя к людям, вы за то, чтобы в отставку был отправлен кабинет министров и как президент государства, конечно бы люди сказали бы нет. Потому что они пришли поддержать, у них на это есть полное право. Кстати, еще такой один немаловажный момент. 2 года еще есть у действующей власти, у действующего президента. Его избрало большинство населения. И ну, можно спокойно дождаться и там уже ставить эти вопросы на выборах. Это самая лучшая форма на выборах. Если тебя избрали люди, все, тогда ты уже свои заявления, свои планы уже реализовываешь. Вот. Действующее правительство реализует свои планы. Если бы эти планы, ключевой момент, если бы эти планы, те, которые сейчас заявлены руководством страны, они были бы антинародные, поверьте мне, здесь бы митинг был бы уже там не несколько тысяч человек, а несколько десяток тысяч человек. Пришло бы там и сказало бы нет, мы против этого. Так же, как вот я помню, люди сами собрались, когда террориста Лукава передали Грузии, который отбывал у нас здесь наказание. Вот люди сами пришли, и также люди тоже сами пришли бы. И поэтому нельзя вот не замечать этих вещей. По итогам прошедшего митинга не затронуть вопрос дальнейших обстоятельств не представляется возможным. Событие, естественно, привлекло внимание наших восточных соседей, и в связи с этим, как вы расцениваете заявление президента Грузии, прозвучавшее в Европейском парламенте? Что касается выступления в Европарламенте президента Грузии, она заявила о том, что поддерживает там требования абхазской оппозиции там, и так далее, и так далее. Хочу сказать следующее. Честно говоря, нам должно быть вообще без разницы, что они там говорят и что вообще она говорит. Мы один единый народ, и нечего к нам сюда лезть. Те вопросы, которые здесь ставятся, это наши внутренние вопросы. Точно это их никак не касается. Поэтому мне вообще не интересно, но с другой стороны, удивительно, я хотел бы вот ее заявления различные тоже вспомнить, такие как, например, с одной стороны, поддерживает она, да, там, наших граждан, да, условно говоря, а с другой стороны, она поддерживает европейцев, которые готовы развязать второй фронт на территории Абхазии, да. Ну как тогда это вот сочетается? Если бы президент Грузии в своем заявлении в Европарламенте заявила бы о том, что мы сожалеем о том, что мы натворили в Абхазии, мы извиняемся перед абхазами,
Мы хотим покаяться перед абхазами, допустим, да, вот, там, не знаю, что нужно сделать, чтобы залечить нашу боль и нашу рану, и что мы вот, и тогда другой вопрос. А так, здесь это чисто провокация, она преследует свои интересы, и точно то, что она там сказала, нам просто не надо комментировать. У нас нет здесь антироссийских настроений, у нас не могут быть антироссийские настроения. Вы уже сказали относительно открытия Второго фронта и того, насколько это активно обсуждается в Грузии и на митингах, проходящих в Грузии. И, в принципе, учитывая всю геополитическую обстановку в мире, вопрос о безопасности нашей республики, безусловно, становится очень важным. Какая работа сейчас ведется в этой сфере и какая еще планируется? То, что в наших силах, сегодня все делается, все необходимое делается. Мы внимательно отслеживаем все то, что происходит на Украине. Кстати, многие наши ребята туда ездят и помогают своим друзьям, и опыт получают, и так далее, и так далее. Это новая современная война. Грузины, кстати, пока действующее правительство ведет себя сдержанно. Но в случае, мы тоже это понимаем, в случае, если власть в Грузии изменится, то тогда Второй фронт и придет к власти прозападное, чисто прозападное, а не пронациональное, скажем так, правительство. Вот, война может начать, они могут начать войну или в Абхазии, или в Южной Осетии. Сегодня вот наши силы обороны увеличили бюджет свой. Парламент в этом плане очень серьезно помог. И вот когда мы говорим о том, что у нас есть небольшой рост, экономический рост, увеличивается бюджет с каждым годом, эти деньги в том числе идут на нашу оборону. Я сейчас не буду называть цифры, какие идут, хотя они там достаточно таких в открытых источниках. Вот. Закупается современное вооружение, беспилотные летательные аппараты, проходят обучение наши ребята, вот, в том числе и в Российской Федерации. Мы направляем деньги на обустройство нашей границы, строятся фортификационные сооружения. Это будет продолжено, потому что другого выхода нет. Нам надо самим постараться защитить в случае начала войны свою территорию. И самое главное, конечно, это работа с нашим резервом. Это с ребятами, которые стоят на учете, которые находятся в наших городах, нужно туда приезжать и с ними заниматься. Вот. Работа очень большая в этом плане, она не останавливается, угрозы существуют. Рауль Валерьевич, большое спасибо за очень честный, содержательный разговор. Спасибо.